Итак, мы пишем видео на тему Кромвель Светляк с руки Тадархана. И как вы думаете, кто не знает, конечно, я имею в виду новичков или кто еще не дошел до 6 уровня, до 5-6 уровня, как вы думаете, можно ли светить Кромвелем? Это довольно интересный танк, он в числе топовых танков 6 уровня. И я уже записал несколько видео на эту тему. И я думаю, что эти видео можно будет найти по ссылкам, либо внизу этого видео, либо прямо на самом видео. Тема довольно интересная, Кромвель как светляк, хотя это такой боеспособный танк, он может поражать и тяжелые танки, если правильно управлять Кромвелем. Но в данном случае наша тема посвятить без цели поражения, при возможности, то что наша цель высветить как можно больше танков по возможности, с тем, чтобы наши другие коллеги, танкисты мои, участвующие в этих игрищах, могли бы их добивать. Тут эта карта, она в данной части, она такая просторная, и пробивать издалека Кромвель можно быстро. Но мы сейчас будем пытаться убежать, бегать туда-сюда, выйти из цели. Конечно, это если удастся, опять-таки, пробежим мимо тяжелого, если получится. Так, и дальше какой-то идет навстречу. Не успели выстрелить. И в общем, пытались светить. Что у нас получилось, мы затем посмотрим далее. И сейчас смотрим за нашими коллегами. Вот, кстати говоря, вот этот танчик, который только что нагнули, это довольно хороший светлячок, мне кажется. Он должен светить. Это ELK AMX, по-моему, французский танк, по-моему. Или я сейчас ошибаюсь. Смотрим дальше. 0.4, но уже заявка на проигрыш. Откровенная заявка, конечно. Идет такая позиционная игра без активных наступательных действий. 3-5 уже, да, уже есть попытка выровнять ситуацию. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Нашу базу тем временем захватывают уже. И еще тут довольно уже активно разрывается. Это не есть хорошо. 4-7. Можно ехать. Счет почти выровнялся за счет вот этого игрока практически. За счет танка РЛ-44. Да, его подобрали. Но теперь посмотрим, что будет дальше. Игра идет в уровень пока, но те захватили базу. Но пока это еще ничего не значит. А это что-то значит. Подбили. 9-9. Так. Конечно, если бы
в деталях разбираться в свойствах каждого танка, и можно было бы прокомментировать о его тактических и боевых возможностях, но пока, к сожалению, я не обладаю такой обширной и полезной информацией для игроков, поэтому придется только наблюдать за тем, как все это происходит визуально, без такого глубокого комментария происходящих событий. Но наша задача была исследовать Кромвель в части свечения в городских условиях. А мы теперь смотрим продолжение этой темы и по сути продолжение игры. Ну и вот сейчас, да, подбитие, но и инициатива переходит в сторону нашей команды. Конечно, это уже не результат свечения, потому что результаты свечения, они должны быть уже в первые секунды свечения. Там обнаружили, подбили танк, допустим, да. А это уже продолжение игры, и Кромвель, конечно, здесь не участвует. Хотя, я думаю, участие Кромвеля именно в таких боевых вот в битвах, да, это уже мы будем показывать в других видео с комментариями. А в данном случае очень узкая наша тема, это Кромвель как светляк, который мы заявляли в начале. Ну и посмотрим, конечно, результаты уже по завершению этой игры. Ну вот база занята ЭТшками, очень такими низкими танками. И возможности у этих танков тоже наверняка очень хорошие. Но они мне, вот лично мне, честно сказать, меньше нравятся. Почему? Дело в том, что мне нравится по душе больше танки с башнями, когда можно их поворачивать в любую сторону при движении, в движении. А тут же надо всем корпусом повернуться, чтобы сотворить выстрел. Вот немножко неудобно, хотя сила урона, наверное, у этого стрелкового движущегося объекта наверняка большая. Ну, 800 у него общий такой жизненный уровень. Ну что, класса нет, КВ-1С. Вот на классе я тоже играл, но довольно-таки интересный танк. Потом я его продал и купил Т-150, тоже уже следующий уровень. Продолжение класса. Ну вот, в данном случае 34-го бомбера. Он в поисках наверняка арты, которые где-то, ну вот, класс зашел, видимо, в город. Ну, я думаю, он не успеет, наверное. Да, он не успел. База захвачена, по сути, игра выиграна. Ну и мы сейчас понаблюдаем за результатом наших действий. Ну и результат довольно-таки интересный. Вот что хочу сказать, я уже записал около 10 видео, около 10. И вот первый результат из 10 Кромвель получил статус разведчика. Раз, два. Там, по-моему, должно быть не меньше 9 свечений, да? Да, 9 машин противника обнаружить надо было. И вот мы получили статус разведчика. Но я хочу сказать, что я очень посредственный игрок. Где-то 10-11 видео было записано, и там очень плохие результаты. Но и в данном случае, конечно, тоже в части заработка результаты у меня это мои стандартные где-то мой стандартный уровень 3-4-5 тысяч. Ну, с вами был на этом видео Тадархан с темой Кромвель как светляк.